Здравствуйте, вы смотрите программу «Актуальное интервью», в студии Надежда Саханская. В последние дни в республике ежедневно фиксируется более 100 новых случаев заражения ковидом. С чем связан новый подъем заболеваемости и нужно ли соблюдать ограничительные меры, расскажет гостья студии Алена Никитина, главный врач Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики. Алена Михайловна, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, какой штамм коронавируса сейчас циркулирует у нас в республике? И правда ли, что появился пресловутый штамм кентавр? Ну, мне хотелось бы прежде всего начать, так скажем, напомнить, наверное, нашим слушателям, населению республики, что новая коронавирусная инфекция – это острое респираторное заболевание вирусное, которое характеризуется такими тремя основными особенностями. Во-первых, устойчивостью во внешней среде. До 2 суток он сохраняет устойчивость. Также высокой контагиозностью, то есть заразностью. Наверное, третье – это, так скажем, сложностью диагностики, потому что симптомы очень совпадают с ОРВИ обычным, с гриппом. Как все вирусные инфекции, в основном передаются воздушно-капельным путем и контактным путем. На данное время, по данным Роспотребнадзора, штамма кентавра в республике не зарегистрировано. В основном люди болеют штаммом омикрон. Скажите, а как сейчас переносят коронавирусную инфекцию больные? В основном переносят в легкой степени, основная масса, но порядка где-то, наверное, чуть более 10% пациентов все-таки находятся в стационарах, болезнь протекает тяжело, есть люди, которые лежат и в реанимации, и в основном, по нашим данным, это пациенты не вакцинированные. Где проходит лечение больные и как организован процесс выздоровления? Как я уже говорила, так как все-таки в основном заболевание протекает в легкой степени, пациенты лечатся амбулаторно, то есть на дому, по месту жительства, так скажем. При тяжелой форме, если это, к примеру, пациенты, которые имеют хронические неинфекционные заболевания, такие как сердечно-сосудистый, сахарный диабет, онкологические заболевания, они лечатся в основном стационарно. Алена Михайловна, а какие симптомы сейчас указывают на заболевание и куда человек может обратиться за медицинской помощью? Это обычные симптомы все-таки острой респираторной вирусной инфекции, то есть это может быть боли в горле, это головные боли, это высокая температура, мышечные боли, слабость может быть. И при, так скажем, появлении таких симптомов, конечно, необходимо обратиться в свою поликлинику. Желательно, если у вас температура выше 38 градусов, необходимо вызвать доктора на дом. Если температура ниже 38 градусов и есть возможность подойти в поликлинику, нужно обратиться в кабинет неотложной помощи своей поликлиники. Смотрите, такая ситуация, что у нас на чашах весов получается высокая заражаемость коронавирусом. С другой стороны, сейчас он легко переносится. Необходимо ли в этом случае ограничивать контакты с коллегами, родными, знакомыми и прочими людьми? Да, конечно. Необходимо ограничивать до, так скажем, полного выздоровления. Не нужно контактировать. Все-таки, по крайней мере, нужно снизить контакты даже со своими родственниками, а уж с своими коллегами тем более. То есть не нужно при появлении симптомов ОРВИ не нужно ходить на работу. Но если, например, человек подозревает, что он заболел коронавирусом, еще не пройдя необходимых обследований, как следует поступить в этом случае? Он должен обратиться, как я уже неоднократно сегодня говорила, в свою поликлинику по месту жительства. Если, еще раз говорю, если есть высокая температура, нужно оставаться дома, конечно, не нужно приходить в поликлинику, нужно обратиться, либо в колл-центр своей поликлиники, либо по единому, номеру
Министерства здравоохранения 122. Они вас, так скажем, перенаправят в свою поликлинику и дадут те рекомендации, которые необходимы. Каким образом сейчас можно пройти ПЦР-исследование? Ну, во-первых, мне хочется сказать, что ПЦР-исследование, конечно, оно назначается только по, так скажем, необходимости и направляет только медицинское учреждение. Если есть подозрение на новую коронавирусную инфекцию и вообще при любой островирусной инфекции, вначале берется тест ИХ, а затем, если этот тест положительный, либо сомнительный, тогда медицинский работник направит на ПЦР. А вообще, в целом, ПЦР можно сдать в любой поликлинике сейчас. Это, так скажем, процедура платная, проблем нет. Те, кто выходит на работу после отпуска, должны проходить ПЦР-тестирование? Нет, не должны. Даже учитывая, что они приехали, например, из другого региона, вернулись? Ну, знаете, мне кажется, если вы сомневаетесь, да, в том, что вы, к примеру, здоровы или нездоровы, конечно, это ваше, так скажем, добровольное решение. Можете сдать, как я уже говорила, можно это сделать платно и пройти это исследование, но такого, так скажем, обязанности такой нет. Получается, это больше все-таки вопрос личной безопасности? Да, конечно. Скажите, а вот повсеместно ждет нас вакцинация населения, или это тоже является вопросом уже личного дела? Ну, знаете, есть определенная группа, так скажем, работников, служащих, которые обязаны вакцинироваться. Ну, это известные группы, это, естественно, медицинские работники, это работники педагогические, ЖКХ, ну, в общем, те, кто, так скажем, на первой линии общается с населением. А так, в целом, конечно, я считаю, что желательно, лучше обязательно провакцинироваться, потому что по клиническим Хватает и какие именно вакцины у нас в клиниках региона находятся? Да, сейчас в медицинских организациях республики достаточное количество вакцин. В основном это вакцина «Спутник Ви», гамма-ковид-вак. И также есть вакцина, которая предназначена для детей, это гамма-ковид-вак-М. Ревакцинацию необходимо проходить привычным нам знакомым спутником Ви или однофакторной вакциной? Вы знаете, на самом деле ревакцинацию можно пройти любой вакциной, которая есть в медицинской организации. Скажите, а сейчас процесс ревакцинации бесплатный? Информации, что вакцинация от ковида, она платная. Поэтому, конечно, это бесплатно. Можно вакцинироваться в любой поликлинике, несмотря даже на свое прикрепление. Можно провакцинироваться в любой поликлинике республики.
И только просто необходимо иметь с собой документы, это паспорт, так скажем, удостоверяющий вашу личность, это желательно иметь свой СНИЛС и полис медицинский. Что ж, возможно, вопрос о платности вакцины возникает по аналогии с платностью проходимости ПЦР-тестирования. А детская вакцинация как сейчас проходит в регионе? Да, дети старше 12 лет, они вакцинируются, как я уже говорила. Есть вакцина «Спутник М», которой можно вакцинировать детей. Эта вакцинация, она добровольная. Но все-таки мы детям и их родителям, так скажем, да, мы, естественно, рекомендуем провакцинироваться, потому что, вот как еще уже говорила, все-таки по опыту вот этих 2 лет, которые прошли у нас, мы все-таки видели, что у нас дети очень много болели, действительно, и они были переносчиками, так скажем, этой вирусной инфекции. Поэтому, конечно, детям старше 12 лет необходимо вакцинироваться. Тем более в преддверии нового учебного года. Да, конечно, обязательно. И вот, хотела сказать, что во всех медицинских организациях республики у нас организованы пункты вакцинации. Они есть как стационарные в поликлиниках, так есть и мобильные бригады, которые выезжают, так скажем, на места, чтобы вакцинироваться. Здесь проблем никаких нет. Благодарю вас, Алена Михайловна, за актуальную беседу. Возможно, теперь многие сделают для себя необходимые выводы и будут гораздо ответственнее относиться к собственному здоровью. Да, конечно, мне хотелось бы еще раз обратиться к нашему населению, рекомендовать обязательно ревакцинироваться по истечению полугода. И обязательно нужно вакцинироваться и ревакцинироваться тем пациентам, которые имеют хронические неинфекционные заболевания, о которых мы сегодня уже говорили. Это сердечно-сосудистые заболевания, это сахарный диабет, это гипертоническая болезнь, это онкологические заболевания и многие другие. Потому что по опыту мы видели, как тяжело все-таки на самом деле данная группа пациентов болела. Ну и, конечно, это касается лиц старше 60 лет. Всем здоровья. Спасибо. Ну а я напомню, вы смотрели актуальное интервью. Берегите себя. До встречи.